Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и всем благое поспешение, подашь, Господи, святейшему Отцу нашему Кириллу, Патриарху Московскому и вся Руси, святейшему Отцу нашему Неофиту, Патриарху Болгарскому, святейшему Болгарскому Синоду, Високопреосвященнейшему митрополиту Антонию, Преосвященнейшему епископу Антонию, Преосвященнейшему епископу Поликарпу, благочестивому и православному болгарскому народу, правительствующему синклиту и христолюбивому воинству, предстоятелю, священнослужителю, настоятелем святого храма сего, всем поющим и труждающимся в нем, всем празднующим святый праздник сей, и сохрани на многое лето. Ваше Преосвященство, дорогой Владимир Анатольевич, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры. Сегодняшний день – это божественная литургия, совершенная в главном храме, в храме подворья Патриарха Московского и всей Руси, знаменует еще один день вашего пребывания в Болгарии, первого посещения предел Святой Болгарской Православной Церкви. Мощи святителя Луки, которые были по благословению Святейшего Патриарха Кирилла привезены вами в Болгарию, сейчас находятся в кафедральном соборе Святой Недели. Буквально через несколько десятков минут мы должны присоединиться к предстоятелю Болгарской Православной Церкви в молебне, который будет совершен перед этой святыней. Я бы хотел сказать только одно, что сегодня, дорогой Владыка, важный день. Ровно год назад мы были избраны Синодом Русской Православной Церкви, Святейшим Патриархом Московского и всей Руси Кириллом, правящим архиереем Италии с епископом Стихом Богородским и руководителем синодального отдела по зарубежным учреждениям, управлению зарубежным учреждением и Русской Православной Церкви. Не умножая время, я бы хотел вам принести один небольшой дар в память о этом служении и о посещении Ряшу, который это Болгарской Православной Церкви. Это посох, который был выполнен у нас в память об этом служении и о том, что в день вашего наречения, а в болгарской традиции именно избрание синодом является наречением, вы совершали богослужение в Никольском храме, который в мощей святителя Серафима архиепископа участвовал, прославленного на прошедшем архиерейском соборе Русской Православной Церкви, и в мощей святителя Луки, исповедника правителя земли Крымской. Славите Господа. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, дорогой отец Филипп, дорогие отцы, братья и сестры, Ваше Превосходительство, уважаемый господин посол, я, чтобы, как сказал отец Филипп, не умножать времени, потому что действительно мы сейчас должны будем ехать в кафедральный храм, молиться со Святейшим Патриархом, провожать мощи святителя Луки, исповедника, архиепископа Крымского. Хотел бы прежде всего всем вам передать благословение и приветствие от имени Святейшего Патриарха Кирилла, который, напутствуя меня перед этой поездкой, вспоминал о том, как совсем недавно он посещал этот святой храм, как молился со многими из вас здесь, как многим из вас преподавал свое благословение. И для меня тоже очень важно сегодня в этот день приехать в сей святой храм, иметь возможность помолиться здесь, потому что, как я уже говорил вчера, когда мы совершали молебен, об этом храме я очень много слышал, прежде всего слышал от отца Филиппа, с которым, как я опять-таки вчера говорил,
Господь достаточно давно уже нас свел. Мы с отцом Филиппом познакомились первый раз, когда я, будучи иподиаконом, тогда еще митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, приехал, сопровождая будущего святейшего патриарха, в первую свою зарубежную поездку. И первым местом, которое мы посетили, был город Рим. Вспоминаю наше служение в храме Святой Екатерины, когда состоялось как раз освящение Нижней церкви храма в честь святых Константина и Елены. И с тех пор с отцом Филиппом нас связывает уже давнее знакомство, дружба, общение. Затем я был преемником отца Филиппа на посту настоятеля храма Святой Великомученицы Екатерины и старался приумножать и сохранять то богатое наследие, которое отец Филипп оставил в Риме. И, конечно, от отца Филиппа очень много слышал об этом замечательном храме, от прихожан наших, которые приезжали сюда из Рима, паломничали святыням Болгарии и, имея намерение встретиться со своим дорогим и любимым пастырем, тоже очень много слышал об этом храме. И вот, как говорят, у нас лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Рад возможности сегодня совершить богослужение здесь, помолиться со всеми вами. И хотел бы, отец Филипп, вам выразить слова благодарности за гостеприимство, за внимание, которое вы мне оказали, но самое главное, за те труды, которые вы усердно несете здесь, на болгарской земле, представляя Русскую Православную Церковь и лично святейшего патриарха Кирилла при Болгарском святейшем патриархе Неофите. Именно благодаря вашему энтузиазму, благодаря вашей глубокой искренней вере, благодаря тем трудам, которые вы полагаете, здесь на подворье происходят многочисленные интересные события, реализуются замечательные инициативы, в частности, одной из которых и стало принесение мощей святителя Луки, исповедника, архиепископа Крымского на болгарскую землю. Хотел бы вас сердечно поблагодарить за памятный дар и вам, дорогой отец Филипп, пожелать помощи Божией, крепости сил, здоровья и всего самого доброго в тех трудах, которые Господь благословляет вам нести здесь, на болгарской земле. Самое главное, хотел бы вам пожелать поддержки и помощи со стороны вашей паствы, потому что священник, наверное, и в этом прежде всего чувствует и черпает силы, молясь со своими посомами и видя в них оплот и поддержку в своих трудах. Пусть Господь вам помогает. Всем вам, дорогие братья и сестры, я также желаю помощи Божией, крепости силы, всего самого доброго. Благодарю вас за общую совместную молитву. Я также хотел бы сердечно приветствовать вас, ваше превосходительство. Знаю, что сегодня, поскольку вы вот совсем накануне буквально прибыли на болгарскую землю в начале своего ответственного служения, представляя Российскую Федерацию в Болгарии, знаю, что сегодня ваша первая литургия на этом подворье. Бог даст, таких литургий будет еще очень-очень много. Мы, пользуясь возможностью, просим вас не оставлять своим вниманием Русскую Православную общину в Болгарии, этот приход, этот храм. А вам я хотел бы пожелать помощи Божией в предстоящих вам трудах, крепости сил и на молитвенную память и благословение на предстоящее вам служение. Хотел бы вам вручить эту святую просфору с пожеланием многой и обильной помощи Божией в вашем служении. Всех тех, кто причастился святых Христовых тайн, сердечно поздравляю и еще раз благодарю за возможность вместе с вами сегодня помолиться. А сейчас мы должны уже, кажется, ехать к святейшему патриарху, поэтому благодарю вас. Спасибо, Господи.